На прошедшей неделе состоялось очередное заседание Общественного совета Сосногорского района. На повестку дня были вынесены волнующие муниципалитет вопросы. Один из главных – санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе на сегодняшний день. На данный момент положение достаточно серьезное. Оно ухудшается с каждым днем и с каждой неделей. То, что у нас начиналось с 6 марта, по сравнению с тем подъемом, который был в мае и в июне, сейчас этот подъем превышает значительно те цифры. На сегодняшний день в Сосногорском районе, только в Сосногорском районе, у нас положительных 303 человека. Это вот на данный момент. Соответственно, под наблюдением у нас находится на данный момент более 2069 человек. Это вот прибавьте к этому, то есть получается, грубо говоря, 2500 человек потенциального угрозы. По рекомендации Роспотребнадзора с 28 октября абсолютно все граждане России обязаны носить маски, находясь в общественных местах. Под местом массового пребывания людей понимаются территории общего пользования, на которых может одновременно находиться более 50 человек. Кроме того, рекомендовано с 23:00 до 6 утра запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Я очень прошу всех, кого вы можете, вдохновите, пожалуйста, на соблюдение этого масочного режима. И реально работают три вещи. Масочный режим, расстояние 1,5–2 метра и перчатки. Или обработка дезами. Пришли домой, сняли перчаточки, помыли руки, как положено, не меньше, как я объясняла уже многим, и раз, и два. То есть 20 секунд, чтобы вам не сидеть вот так вот просто считайте и мойте. Помыли, закапали обычный физраствор или соляную воду в носик, промыли носик, промыли ротик этой водой. Все. Ни вы не занесли домой, ни ваши не пострадают. Вот это работает. И обрабатывайте свои все вход в квартиру вот там, где вы больше всего берете. Вот этими дезами. Волновало членов общественного совета и то, как организована перевозка пассажиров на городском транспорте во время пандемии. У нас у всех выданные водителей все приспособления соответствующие. То есть это водитель обрабатывает? Водитель обрабатывает, на разрыв приезжает, у нас есть уборщица, которая приходит на 3 часа в разрыв. То есть не самостоятельно, там есть... Конечно, у нас в штате есть работник, который на разрыве, они отъездили по 3 рейса и приезжают на разрыв. Она обработала, и вечером точно так же они все съехали в гараж, она пришла, конечно, у нас в штате есть человек. Управление ЖКХ, в свою очередь, отчиталось об организации, сбору и хранению на территории района твердых коммунальных отходов. На территории муниципального района Сосногорск транспортировку и утилизацию твердых коммунальных отходов осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Региональный оператор Севера». Ранее они назывались «Ухта-Жилфонд». Данная работа налажена, договора с физическими и юридическими лицами заключаются. На территории только городского поселения Сосногорск организовано 150 мест сбора и вывоза ТКО. Всего у меня по району их 360, это включая Нижнеудинск и Войвож. Войвож идет помешочный сбор, тем не менее места, скажем так, места сбора ТКО тоже схемой определены. Значит, размер платы утверждается Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми. Жителям выставляются квитанции. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что на территории городского поселения Сосногорск недобросовестными жителями, недобросовестными гражданами происходит образование санкционированных свалок, вывоз которых осуществляется за счет средств бюджета. Обсудили члены Совета и создание муниципального автономного учреждения Центра коми и национальных культур путем изменения типа существующего учреждения Центр коми-культуры. Данный вопрос уже прошел обсуждение на заседании правления Сосногорского представительства общественного движения Коми-Войтер, которое состоялось 22 октября. И у этого решения есть длительная история. Значит, с
впервые с этим вопросом национально-культурные объединения обратились в 2013 году на межмуниципальном круглом столе с участием национально-культурных автономий Сосногорского и соседних районов. В июле 2017 года представители национально-культурных автономий ходатайствовали о создании единого центра национальных культур на прямой линии в общественной приемной главы с министром национальной политики Еленой Ермолиной. Министр одобрила идею, отметила, что в Сосногорске национально-культурные автономии ведут большую работу, которую необходимо поддерживать. А также привела примеры, как эти центры созданы в других районах. Вопрос создания в Сосногорске такого центра обсуждался и с действующим министром национальной политики Галиной Габушевой. Идея объединения всех национальных общественных организаций в едином центре была оценена министром национальной политики положительно. В марте прошлого года представители национально-культурных автономий приняли активное участие в обсуждении программы «Народный бюджет», став инициаторами проекта по созданию Центра национальных культур в Сосногорске. Проект был единогласно поддержан на встречах с жителями района. Центр планируется создать с 1 января будущего года. Вопросы, которые заслушали члены общественного совета, были одобрены большинством голосов. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Каждую субботу юные сосногорцы с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно в течение часа посещать бассейн Аюва. Детей, а также их родителей ждут в 14 часов 15 минут. Об этом рассказали представители отдела физкультуры и спорта во время прямой линии, прошедшей в общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорску. Вопросы касались доступности спорта для инвалидов. Работа с самой незащищенной группой населения проводится в индивидуальном порядке. Ведь у каждого инвалида свое заболевание. И не все виды спорта показаны. Программы реабилитации все приходят к нам с Сыктывкара. Мы направляем всю информацию по адресу проживания, если это ребенок-инвалид, то по адресу проживания ребенка-инвалида. И соответствующие услуги, которые мы можем оказать, там перечень идет согласно рекомендации в данной программе. А так, в принципе, вы можете обратиться к нам, да, мы еще раз посмотрим, что-то, может быть, у нас добавилось и порекомендуем еще. По словам Елены Пашиченковой, все спортивные объекты готовы принять инвалидов, а вот с кадрами проблем никто не отменял. Не успели обучить инструктора по ипотерапии, как она уволилась, проработав всего 2 дня. Но над кадровой политикой отдел физкультуры и спорта работает. Сейчас массовые занятия запрещены из-за коронавируса. А в обычном режиме с детьми, подростками и молодежью по выходным в физкультурно-оздоровительном центре занимается инструктор по адаптивной физкультуре Сергей Ларионов. Перечень у нас имеется в отделе физкультуры и спорта. Опять же, согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, мы выдаем этот перечень полностью. Также у нас есть странички в социальных сетях. Это и страничка полностью всех спортивных объектов «Химика». Страничка у нас получается в социальной сети «Фортуны». И общая страничка, где размещается вся информация и ссылки на все наши учреждения. Это отдел физкультуры и спорта, страничка социальной сети, где можно найти исчерпывающую информацию. По итогам прямой линии было решено провести круглый стол с представителями отдела физкультуры и спорта, здравоохранения и реабилитационного центра соцзащиты, чтобы еще лучше наладить взаимодействие между службами и предоставить как можно больше возможностей для занятий спортом инвалидам всех возрастов. Влада Гришаева, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. 3 ноября по всей стране пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и клубы проведут тематические мероприятия, экскурсии и постановки, лекции и мастер-классы и многое другое. В этом году все они будут транслироваться онлайн. На сайте проекта можно выбрать город и совершить виртуальное путешествие по музеям, посмотреть концерт, встретиться с творческими людьми. Примут участие в акции и сосногорские учреждения культуры. В этом году музей, как и все учреждения культуры, принимает участие в онлайн-формате.
Ночь искусств в этом году проходит под девизом «Искусство объединяет». Поэтому мы представляем такую программу, такой виртуальный вернисаж, в который входит выставка «Мировые шедевры глазами детей», мастер-класс обязательно под названием «Самоделкин» и виртуальная выставка «Искусство на почтовых марках» из коллекции филателии, из нашей коллекции. Очень будет интересная программа. Поучаствуют в онлайн-мероприятии и детские школы искусств. Так, например, нижнеодессы представят мастер-класс «До свидания, осень» в технике объемной аппликации. А Сосногорская школа искусств порадует онлайн-концертом «Осенний экспромт» и выставкой творческих работ «Осеннее вдохновение». Не остались в стороне и национально-культурные автономии района. Традиционно ко Дню народного единства они подготовили выставку декоративно-прикладного искусства, на которой представили экспонаты, сделанные своими руками. Дона Сосногорск карса олышьяс, микесьям чолом алнытиянес, войтерясес этуфтан праздникен. Щиям ставлы крепыт джонь выджалан, да тырбур олам быт котырлы. Амиянком республикалы, джориджавны да озырмыны, шуда да ыт согласен олны став войтерыслы. Иры концерт ванзем, саламлат парсире праздник я тебе, пурнеде иры сывлах и сунатпар. Казаки из станицы Сосногорская поздравляют жителей нашего города с праздником народного единства, а также религиозным праздником иконы Казанской Божьей Матери. Искусство нас объединило! Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Я коренная жительница города Сосногорска. Я здесь родилась в 1948 году. Родители мои были сюда завербованы. Из простой семьи. Мама всю жизнь на железной дороге работала, дежурная по вокзалу, с сменами. И очень много, так сказать, внимания уделяла нашей семье. У меня еще брат. В общем, счастливое детство было. И как вам сказать, что я была не обременена заботой. И папа, и мама во мне души не чаяли, как и во братья. Поэтому счастливое было детство. У нас были козы, нас кормили козьим молоком. Такие пухляшки были. Вот. Были нянечки, потому что родители работали посменно, сутками. Потом и я стала работать также посменно сутками. А началось у меня с того, что когда я училась в малой академии, 9-10 класс, я проходила практику в железнодорожной больнице в хирургии. Заведующий был Валентин Сергеевич Михайлов. Вот. И я у него, проходила практику, учась еще в школе. Однажды привезли, я работала и в ночь, мне очень нравилась медицина, и однажды привезли 2 детей с ожогами тяжелыми. 2 девочки, видимо, я так помню, с Виса, разные семьи. На одной загорелось платьице, родителей дома не было, и она горела живьем. И когда в палате они лежали вдвоем, я каждый день забегала туда, и вот я сидела, гладила их. И у меня было такое впечатление, понимаете, это был 9 класс. Я плакала, рыдала, когда уходила от них, потому что одна девочка, она вообще, у нее ушки черные были, все обгорело, все. И она уже только так вот говорила. А вторая, у нее был поменьше ожог, но она разговаривала. И как-то прошло неделя, я на выходные прибегаю, залетаю в палату, пустая коечка. Я поняла, девочка эта умерла. И вот что-то во мне вот так я должна поступить,
Я должна лечить, я должна помогать. Я после 10 класса, вы представляете, 66-й год. 2 выпуска. Как мне не повезло. Заканчивал 11 класс и 10. 2 выпуска. Это сейчас в 1 выпуск мы не можем, конкурс огромный в медицину. А тогда 2 выпуска. Заканчивал Валентин Андреевич Странцов 11 класс, а я заканчивала 10 класс. И он, и я, мы, таких нас много, должны были куда-то поступить. Я поехала в Самару, но там конкурс был, вы даже не представляете, не Самара, Куйбышев был. Конкурс был огромный, не срослось. Я даже сдавать экзамены я не стала, хотя училась неплохо, хорошо. У мамы, так как она железнодорожник, у меня был бесплатный билет до Сосногорска и, ну, в общем, в Куйбышев. И только назад я должна была вернуться бесплатно в Сосногорск. Ну как, никуда не поступить? И я, так сказать, с этим билетиком поехала до Воркуты. Ничего, прошло. Приезжаю, а там конкурс, 14 человек на место. Медицинское училище, 14 человек на место. И тогда мне приемная комиссия в Воркуте слякоть, такая дождь. Думаю, Господи, ну куда же меня это самое принесло-то? Думаю, да может быть и лучше не поступать. А приемная комиссия, посмотрели мы аттестат, и говорит, и куда вы тут это самое собрались? На следующий год поступайте в мединститут. Что вы, говорит, с таким аттестатом? У нас вон троечников навалом. Ну как же, мама же хочет, чтобы я поступила куда-то. И я говорю, нет, возьмите мои документы. Так мы уже документы не принимаем. Ну ладно, условия. Сдадите все экзамены на 5. Примем. Не сдадите, уедете назад. Что вы думаете? Все на 5. Сдаю и поступаю. Вызывает меня директор. А я написала на фельдшера. Вызывает директор Докучаев и говорит, вы знаете, из 250 вот человек, которые, значит, это самое, 2 человека сдали все на отлично. Мы вам предлагаем перейти на зубное, которое самый большой конкурс. Нет, я хочу лечить всего человека. Он так заулыбался, говорит, ну и дура. У него племянница даже с Волгограда приехала, чтобы на зубное поступить. Но в самом деле я хотела лечить всего человека. Мне дали после окончания свободный диплом, так как я хорошо училась. Но когда приехала в Сосногорск, местной скорой нету. А куда-то в поликлинике сидеть, меня это не устраивало. И я еду в Госздрав. Еду в Госздрав, а там Стаценко, такой мужчина, заведующий, мы же относились к Ухте. И он говорит, ну что, сама приехала? Вот тебе направление на пашню. Вот тебе и устроили. Я в слезы вышла из кабинета его, и приезжает этот самый Александр Григорьевич Зверев, заведующий, главный врач Сосновской медико-санитарной части. Он говорит, а что у тебя там девица плачет? Да вот на пашню, говорит, направляю. А она, говорит, без молока жить не может. Я ей говорю, корову тебе там купим. Он говорит, слушай, ну давай мне ее. И так я попала в Сосновскую медико-санитарную часть. Выручил меня от пашни Александр Григорьевич. Но местной скорой не было, и начало трудовой деятельности я начинала в терапии в отделении. А у нас было, вот где сейчас спорткомплекс «Локомотив», там было старое такое старинное здание, но в нем было родильное отделение, детское отделение и терапия. Я начинала работать в терапии, и заведующая была Нина Михайловна Большакова. Вот она очень много, так сказать, дала мне дорогу в жизнь, потому что начало
все познается, то, что сколько больных там лежит, какие больные. Она очень грамотная, очень профессиональная заведующая была отделением. Она сейчас на пенсии. Но я вспоминаю ее, так сказать, очень благодатно. На сцене я провела тоже очень много лет. Я была ведущей всех концертов, особенно военная тематика меня всегда волновала. Я читала на безымянной высоте, я береза. И опять же, меня заметили в Доме культуры «Горизонт», директор, руководители, и предложили мне быть ведущей программ. Я даже конкурсы, когда проводила, я очень много сама сочиняла. Один конкурс, конкурс «Случай по профессии» среди фельдшеров скорой помощи. «Спасите, спасите, спасите», ударили в спину ножом, и вновь вы куда-то спешите в машине с красным крестом. Другого мне и не надо, бороться с недугом больных. Такое дало нам право, а это святее святых. Творить добро, нет больше радости, и жизнью жертвую спеши не ради славы или сладости, а по велению души. Вот это мои, так сказать, слова, которые я внедряю в жизнь. По велению души я вступила на эту стезю медицины и не жалею. Дома люблю готовить, вот чтобы наводить уют. Ну, мне очень нравится дом, вообще домоседка такая, надо больше гулять. Я по молодости там лыжи, коньки, все такое, а сейчас вот дома. Ну, люблю смотреть телевизор, вот книги перестала читать, но стихи до сих пор меня очень, в плане вдохновляют. Стихи – это мое, так сказать, призвание, что ли. Я родилась в железнодорожной части. И вот любимые места – это Дом культуры, в котором проходил клуб старшеклассников, где мы провели, так сказать, вот юношеские годы. Дом культуры, сквер, фонтан там был. Сейчас он тоже, но он долго не это самое. Но вот эти вот места, вот, больше. А в Сосновку я когда переехала, у меня Сосногорск, он более зеленый, более красивый. Там школа. Там мне как-то роднее. Ну а сейчас 6-й микрорайон. Тоже, посмотрите, какой зеленый, красивый, какие спорткомплекс какой. Просто сейчас вот новое строят, мы с балкона постоянно смотрим. Детвора радуется, что они только там не делают с утра до вечера. Карусели, качели. Очень нравится мне 6-й микрорайон. Ну а город я люблю, горжусь.